Подвести итоги работы Госархива за прошлый год и наметить задачи на 2021. Главные вопросы на повестке дня. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя правительства региона Марьям Амриева. Она подчеркнула, несмотря на то, что служба только недавно начала свою работу в качестве самостоятельного органа исполнительной власти, уже проделана плодотворная работа на всех этапах. Очень важную роль отводим в той части, где вы действительно сегодня занимаетесь комплектованием архивов, их сохранению и, конечно же, качественному обслуживанию людей, которые к вам обращаются. Это очень важно, потому что это проблемы людей, это проблемы, это задачи, которые мы должны решать каждодневно, потому что к вам очень много людей обращается. И в зависимости от того, как вы профессионально эту работу построили, как вы работаете, зависит и отчасти рейтинг власти. Поэтому прошу вас на это обратить особое внимание. Госархив региона в этом году отметит 28 лет. Несколько лет назад службу передали ведомство Минкультуры, а как самостоятельный орган Госархив образован указом главы Ингушетии 21 сентября 2019 года. Несмотря на пандемию, 2020 год был направлен на комплекс мер по реорганизации службы. За время работы удалось добиться больших результатов в области организации и хранения документов, делопроизводства, научно-справочной работы и в других направлениях. Также в рамках научно-исследовательской деятельности начата работа над крупными издательскими проектами «Ингушетия политики Российской империи на Кавказе. Том 2» и «Административно-территориальное отделение Ингушетии». На постоянной основе ведется работа по выявлению имен уроженцев Ингушетии и новых документальных сведений из электронных баз данных ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». Так, за отчетный период выявлены новые документы по безвозвратным потерям на 66 участников Великой Отечественной войны из числа уроженцев республики, из которых 18 ингушей. По награждениям года Великой Отечественной войны выявлены новые документы на 9 участников войны. На собрании затронули ряд серьезных проблем, которые необходимо решить в 2021 и ближайшие годы. Среди них обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, увеличение финансирования, ремонт административных зданий Госархива и ряд других важных вопросов. Под архивохранилище в обоих административных зданиях Госархива на Зране и в Магасе занято 8 рабочих помещений общей площадью 223 квадратных метра. Из-за отсутствия помещений вынуждены хранить часть документации с временным сроком хранения на деревянной мансарде, что является грубым нарушением пожарной безопасности. Просто их девать больше некуда. Для частичного освобождения имеющихся помещений необходимо дополнительное приобретение архивных коробов, а обеспеченность коробами составляет лишь 40%, что позволит оптимизировать площадь архивохранилища примерно на 10-15%. Фактически для решения данной проблемы на долгосрочную перспективу необходимо строительство нового специализированного здания Государственного архива с архивохранилищами, читальным залом, лабораториями по оцифровке и реставрации документов, с оснащением современными системами вентиляции, противопожарной безопасности и антитеррористической защиты. Проблемы будут решаться по мере возможностей, но и откладывать в долгий ящик их тоже нельзя. Что касается задач на 2021, в их числе разработка и внедрение необходимой организационно-управленческой документации, мониторинг состояния и стратегия развития архивного дела. Продолжить работу по воссозданию историко-документального наследия Республики Ингушетия путем выявления копированных документов из федеральных региональных архивов России и зарубежных стран за счет средств государственной программы развития архивного дела и с привлечением внебюджетных источников финансирования. Продолжить работу по описанию и использованию документов госархивов в интересах граждан, общества и государства, в том числе для развития исторической науки региона, популяризации документальной истории Ингушетии в широком социокультурном информационном пространстве и в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи республики. Подводя итоги коллегии Государственной архивной службы региона, к присутствующим обратилась депутат Народного собрания Ингушетии Жансурат Аушева. Значение имеет воспитание личности человеческой. Вот на чем, как мы будем воспитывать нашу молодежь, будет зависеть будущее и республики, и нашей молодежи. И в этом смысле знание своих корней, своей истории, просто трудно переоценить. Чем лучше мы будем знать свою историю, свои корни, тем целеустремленнее и целостнее будет подрастающее поколение. Главная задача службы – обеспечить сохранность исторических документов Архивного фонда республики. А самое важное – это модернизация архивной отрасли Ингушетии с учетом современных тенденций. Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.